Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Что о вас говорят, думают мужчины, те, кто вас окружают, те, кто вас знают. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, что говорят и что думают обо мне мужчины. И давайте посмотрим. Я думаю, все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Интересно. У нас песочек поделился ровно на две части. С одной стороны, люди, которые вами восхищаются, люди, которые вами любуются и удивляются вами. И есть люди, которые вас критикуют, которые даже озлоблены в какой-то степени на вас. Кстати, не только мужчин показали, но и женщин показали. Ну, давайте начнем с тех, кто негативит. Вышел человек, которому вы отказали. Может быть, отказали несколько раз. Это человек, ну, либо бывший, либо несостоявшийся, очень много думает о вас. И он как злобу, понимаете, затаил за то, что вы отказываете, за то, что вы не принимаете его любовь. Он очень высокого мнения о себе. И у него, кстати, какие-то дурные наклонности, либо привычки есть. Может быть, по этой причине вы ему отказали. Этот мужчина, он о вас распускает очень грязные сплетни и слухи. О том, какая вы там нехорошая, о том, что вы там, может быть, грязнуля, там, гулящая и прочее, прочее. Ну, если вы о себе что-то слышали, знаете, что это именно этот мужчина делает. Ваш несостоявшийся, либо бывший, кого вы послали. Причем послали, кстати, в жесткой форме. Он как будто бы мстит вам. Даже не только мстит, но и пытается вот этими сплетнями не допустить до вас других мужчин. То есть он думает, о, я теперь одинокий и несчастный, пусть и она будет одинокая и несчастная. Он-то головой понимает, что такая женщина, как вы, одна никогда не останется. Поэтому, ну, вот такими грязными делами и занимается. Это очень плохо, это очень неприятно, но я хочу, чтобы вы знали, что мужчина этот будет наказан за свой вот этот грязный язык, за свое вот это черное сердце, он будет наказан. За вас заступятся высшие силы. Ему очень серьезно прилетит. Скорее всего, это будет связано со здоровьем. Здоровье, может быть, какие-то вот там, случаи, да, там, ДТП, там, где-нибудь пострадает, упадет, там, что-нибудь себе поломает. Ну, прилетит, ну так, прилично ему за это все прилетит. Поймет ли он? Думаю, нет. Но тем не менее, он переключится на свои проблемы и перестанет вот этим всем заниматься, этими гадостями заниматься. Так, еще вышла женщина. Эта женщина, она как соперница. Соперница, ваша соперница. Она пытается... Может быть, это даже не соперница, вот как в любви. Может быть, это мама вашего возлюбленного. Она ему, да, мужчине, очень много говорит о вас, плохого говорит. Там какие-то, может, факты подтасовывать, даже как фейками какими-то заниматься. Вот чем-то она таким вот промышляет, пытается его от вас отвернуть. Вот всеми доступными и недоступными способами. Даже знаете как, может кого-то подговорить, да, чтобы против вас свидетельствовали. Вот всем, кого она знает, она всем про вас рассказывает и рассказывает, какая вы плохая. Этим занимается. Ну, у нее ничего не выйдет. У нее ничего не выйдет.
потому что она немножечко с придурью, и люди, ну, буквально там с ней 5 минут пообщался, уже понятно, что человек неадекватный. Люди не относятся к ней серьезно. Если это ваша свекровь, ваш муж либо возлюбленный слушают и говорит, ну, мама нездоровая, ну что сделаешь, да? Он там ей кивает, говорит, да, я понял, я приму к сведению. На самом деле просто не слышит, что она говорит. Считает, что она головой повредилась. Так, еще на работе у кого-то, девочки, на работе. Вот где бы вы ни работали, чем бы вы ни занимались. Даже если вы не работаете, ну, например, вы в каком-то коллективе, в каком-то обществе находитесь. Есть мужчина по возрасту старше, чем вы. Очень завидуют тому, какая вы, вот, либо вашему профессионализму, вашей подкованности, вашим знаниям, да, либо умениям вашим. Почему-то считают, что на фоне вас он выглядит, ну, скажем так, серенько или убогенько. Вот. И он вас не любит за это, не любит и всячески пытается, знаете, как стебануть, укусить, подколоть. Это зависть, очень сильная зависть, потому что вы, ну, действительно, вы хороши, вы очень хороши. Другой бы сказал, ой, какая приятная женщина, умная женщина, там, профессиональная, я вот с этой женщиной буду дружить, да, я у нее научусь хотя бы. А этот просто какой-то жалкий персонаж, который, ну, вот таким вот коварным способом, да, пытается вас обидеть. Но не может же он с вами сразиться на равных. Он же сразу проиграет, поэтому думает, ну, буду ее обижать, может, она сама уйдет. Может, начальник ваш, может быть, действительно какой-то заносчивый коллега, либо в вашем коллективе какой-то мужичонка вшивый, который вас все время трогает, к вам цепляется. Завидуют очень сильно, девочки, очень сильно завидуют. Так, ну что, давайте теперь по хорошим пройдемся. Здесь вон мужчинки, аж смотрите, как поприседали, бедняжечки. Нет сил стоять, держать себя в руках. Вы очень многим мужчинам вскружили голову. Вы такая необычная, вы такая недоступная, какая-то отстраненная, очень похожа на фею. Такую сказочную фею, прекрасную фею. Мужчины вас считывают как что-то вот прям божественное и недоступное. Смотрят на вас, любуются. Очень хочется с вами там пообщаться, поговорить. Я не говорю про интим, это другая тема. Просто вот как с человеком пообщаться, как с прекрасной женщиной. Но боятся к вам подходить. У вас взгляд такой строгий, холодный взгляд. Вы взглядом любого можете к стенке пригвоздить. Вот. И мужчинки, они боятся. Говорят, что вы очень красивы, говорят, что вы очень, действительно, как снежная королева, холодные. Чтобы быть с вами, нужно как минимум быть миллионером, а то лучше и миллиардером, еще и каким-нибудь там долларовым, да. Вот. К вам так просто не подойдешь. Не подойдешь. Почему-то у мужчин вот в их разговорах часто звучит, что такой женщине, как вы, нужно делать очень дорогие подарки. Да, если куда-то вас везти, то на какие-нибудь там суперкурорты, да, либо какие-то невероятные там апартаменты, там рестораны мишленовские. Да, вот так о вас говорят. Даже если вы проживаете в маленьком там, не знаю, поселке, вот мужики о вас такое думают и говорят. А вы, знаете, вот смешно у кого-то отыграется. Мужиков много, слюни на вас пускают, а к вам не подходят. И вы вот одна никак не можете жизнь свою наладить, личную. Ну, слабенькие мужички. Нет, это не вы виноваты. Это вот такое общество вам попалось, да, место, где вы находитесь. Мужички такие, им бы работать, а они, видите, как бухают и лясы точат. Да, но восхищаются, думают, говорят, вот прям, знаете, есть вот общество, несколько мужчин, они постоянно о вас говорят. Может быть, вместе работаете, может быть, где-то рядом проживаете, вас видят и о вас говорят. Вообще, когда вы из дома выходите, неважно, куда вы идете, там, на работу, за хлебом вышла, да, либо на какое-то мероприятие, такой шорох идет. Шорох, да, по соседям, по соседним окнам, случайным прохожим. Все на вас обращают внимание.
вы как людям настроение поднимаете. Ну, конечно, если красоту повстречаешь, конечно же, и улыбнуться хочется, и день поярче становится. Вы очень привлекательная женщина, но вы, по-моему, об этом не знаете. Знаете, вас даже вот в эту мешковину замотаю, вы все равно будете очень привлекательны. У вас, кстати, красота не только внешняя, но и внутренняя. И такой замечательный симбиоз. У вас даже вот аура, свечение от вас какое-то идет, такое невероятно красивое и очень теплое на ощущение. К вам, кстати, люди очень тянутся, не только мужчины. К вам и животные тянутся. Потому что все хотят прикоснуться к этому совершенству, к этой красоте, к этому теплому свечению. Да, мои хорошие, необычная вы женщина. Только вот мне не нравится, что вас немножко судьба обидела. Вот в плане личного счастья. Вот это мне не нравится. Кстати, надо будет на личную жизнь сделать отсыпочку, посмотреть, что там у вас с личной жизнью. Вы такая грустная ходите. У вас такой взгляд, ну вот, на жизнь, на мир. Такой разочарованный ваш взгляд. Вы как не ждете, и вы даже не замечаете, что люди вами восхищаются, что люди к вам тянутся. Вы отстраненная очень сильно. Ну, вижу, что вот по жизни как-то тяжело вам пришлось. Любить вы умеете, любить вы хотите. Да вы вообще идеальны в любви. А вот с мужиками что-то такое, знаете, какая-то заминочка у вас идет. Ну что, мои хорошие девочки, любят вас люди, любят, тянутся к вам. Говорят о вас как хорошее, так и плохое. Но хорошего говорят гораздо больше, гораздо больше. Вот восхищений больше. Негативят всего лишь пару человек. А вот те, кто хорошо о вас думает и говорит, смотрите, какое огромное количество. Вы, кстати, скоро услышите очень необычный комплимент от человека, который действительно к вам тянется. А может быть, как по дружбе тянется, может быть, за любовью вашей тянется. Но он вас просто вот и удивит, и шокирует, и настроение вам очень поднимет. Какой-то необычный комплимент, витиеватый, такой нестандартный, очень поэтичный. Может быть, серенаду вам споет человек, либо посвятит вам какие-то стихи. Но вот настроение поднимет сразу на несколько дней. Очень интересная у вас идет встреча и очень интересный разговор состоится. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.